Здравствуйте! Сегодня будем готовить калмыцкое национальное блюдо хато – кровяная колбаса. Меня зовут Алексей Карманов. Для этого нам понадобится свежая баранья кровь, семдин, жир внутренний бараний, лук репчатый, мука обычная и кишка. Это бараний желудок, соль, перец и молоко. Для приготовления нам надо будет семдин, жир, порезать кубиком. Примерно на литр крови бараньей нам нужно где-то около 300 грамм жира и 300 грамм лука. Желательно вот такими кубиками, чтобы она при варке, приготовке растворилась. Лук репчатый тоже так же, как и жир, режем кубиком. Теперь, когда мы порезали лук и жир, теперь мы все смешиваем кровь. В той же последовательности мы добавляем бараний жир. Потом мы добавляем муку. На литр крови грамм 200 муки будет достаточно. Соль и перец по вкусу. И молоко. На литр крови грамм 200 молока будет достаточно. Теперь мы это тщательно перемешиваем. По густоте кровь должна быть не очень жидкая, где-то процентов 80-75 должна занимать именно сама густота жира и лука. Теперь берем наш желудок бараний. В конце желудка делаем узел, чтобы наша кровь при заливке не вылилась. Желудок промываем тщательно, убираем все оттуда лишнее. И кровь постепенно с помощью половника заливаем внутрь. Стараемся побольше взять густоты. Берем заранее подготовленную палочку, ее точим один конец. И вот эту маленькую, куда мы заливали, ее закрываем. Это как зашивать. Семдин, который у нас остался, мы его специально оставляли. Желательно именно тонкую сетку. Берем тонкую сетку. И надеваем на эту палку и как бы делаем узел, завязываем, чтобы при варке эта кровь не вышла из желудка. Вот таким образом заворачиваем ее на палку. Все. И отправляем в кастрюлю. Надо ее положить в холодную воду. При варке кровь увеличится в размере и густеет. Где-то после получаса варки крови надо будет взять маленькую шпажку или зубочистку и делать маленькие надколы, чтобы вышел в воду воздух, чтобы кровь ваша не порвалась. Хочу сказать, на вкус неплохо. Неплохо на вкус. Вкус очень насыщенный, очень непривычно, потому что в повседневной жизни сейчас не ешь так много жирного. Да? Но я не знаю, это повседневная еда или нет, но на самом деле на празднике даже очень интересно попробовать такое. И, очень необычно, и сравнить не могу.
потому что, ну, нет такого опыта. Недавно у нас прошел праздник Цаганцар, праздник весны. Мне кажется, прям это блюдо именно для весны, потому что все мы страдаем авитаминозом. Это прям было идеально подходящее блюдо, так как оно содержит очень много железа. И хочу сказать про соус. Он очень сгладил вот этот внутренний жир, очень так нежно, прям такой вкус детства, вот как готовили мои бабушки, дедушки. Очень вкусно, мне очень понравилось. И я бы, правда, его ела бы всегда бы на праздниках, на свадьбах бы с удовольствием. Подавается с маханом, с борцками, с калмыцким чаем. Очень вкусно. Спасибо большое повару.